Налоговый потенциал региона – фундамент бюджетной системы. Для повышения платежной дисциплины по налогам, налоговой грамотности населения, а также для увеличения поступлений проводится комплекс мероприятий. Одно из них – это публичное обсуждение. По улучшению платежной дисциплины населения региона в управлении налоговой службы рассмотрели некоторые меры. Подробности в материале нашего корреспондента. Каким налогом облагаются физические и юридические лица? Сколько составляет процент за задолженность? И какие меры предпринимаются при несвоевременной оплате налоговых платежей? На все эти вопросы отвечают специалисты регионального управления Федеральной налоговой службы, где проходит публичное обсуждение этой темы. Целью данного мероприятия было поведать налогоплательщикам то, в каком порядке производится принудительное взыскание задолженности, в каких случаях и какие негативные последствия это несет для самого налогоплательщика, в том числе по тем факторам начисления пени, применения штрафов. Юридические, физические лица и муниципальные органы. В зале ведомства представители, которым налоги имеют самое прямое отношение. Вопрос чаще всего касается отношений юридических лиц, куда входят различные организации и ведомства. В частности, обсуждение направлено в адрес представителей администраций. В ведомстве отметили, какие меры при наличии задолженности применяются в их случае. В отношении бюджетных организаций при отсутствии денежных средств на расчетных счетах взыскание производится при сумме задолженности до 5 миллионов с лицевых счетов в казначействе. Свыше 5 миллионов уже в судебном порядке. То есть до 5 миллионов, если бюджетная организация имеет долг, мы выставляем в федеральное казначейство решение, и с вашего лицевого счета списывается эта сумма задолженности. При неоплате налога юридическим лицам в установленный срок со дня неоплаты начинает идти штраф или пеня в течение всех календарных дней. Первые 30 календарных дней – это 1/300 ставки рефинансирования. По истечении 30 календарных дней начисление пени образно увеличивается. 1/150 ставки рефинансирования, то есть начисление пени в 2 раза больше после 30 календарных дней. Если юридические лица ограничиваются одним налогом, совсем другой применяется к физическим. В отношении этих лиц предусмотрено сразу 3 налога – земельный, транспортный и на имущество. Все налоги начисляются только при наличии объекта налогообложения. То есть транспортный налог начисляется только за наличие или фактом владения транспортного средства. Налог на имущество только за владение каким-то недвижимым имуществом. И, соответственно, земельный налог за фактом владения земельного участка. Как отмечает Магомед Куштов, самый низкий сбор – налог на имущество. Причина чаще всего одна – неверно указан адрес места жительства. Прописку, да, и почту уведомление, требования, докладчик для людей не доходит. Хотя они уже считаются отправленными. Если по адресу заявите, все, он считается отправленным. Такие мероприятия проводятся каждый квартал в целях повышения платежной дисциплины по налогам, а также налоговой грамотности населения. Зарима Ивлоева, Дана Плеева, Хамзат Халухоев. Новости 24.